Ир булсан, пушланать шане бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи щидезе етре, чевашин наци телевидение, тюре ференже, ир булзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбе ирех сире вранма булышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйхыран перле вранар. Шена ырыгуна перле бушвар. Будр бурнеде юдашсем хаквы кураганзем чеваш ен наци телевидение тюре эфиринже ир булзан каварам сырымбе бірле паян эбе Дмитрий Вериялов бурнеде сывых сунадып, тада саамладып бурнеде шенегун бушванна ятпа. Хаквы кураганзем манжутпа, кашнигун вайварахта, вайва туена чургунне житсе пыны, урамра шапшуденде иргине варанза тоны джухне, шага камаваша клетвал манжутпа. Тада вайва камаваша клет иргине ир булзан каварымра чеваш ен наци телевидение тюре эфиринже юдаш сымбетован занес савамланы. Шавам бада пирым ВКонтакте сайтри ушкана керзе ширзагалар млеть блин саванзем юдаш зем валли таванрзем валли мен бурзавам зане вуаза барадап каштарзан тюре эфирда тада изер шавушканрах ширзагаларма бударадра млеть блин уйдузем кава бір пирым банги ханавалли тада хорым камавар бирги ширзагаларма бударадра маллегам байзер баям варанза шитрер менле кому зерен чургунне читне туе надо зере пирен ВКонтакте сайтре ушкан сирен валли уже ширзаглар тада менле дебулин савам замберги каварам тада эзир ир бузан каварамра курма бударадыр узыл рубрика зем яван гибегех тада саван швада хитре юразем камалажик леген юразем ага хале шагымбек юраз сирен валли тюрех варанза читме шымол дарах пудр дезе таргашан.
Как ураганзем, тебір гуд сире бурнеде ыры булдар, с вырынжинжен варасик сатыдыр бозан, вранза житыр бозан, тюрех алла телефон елзе, е компьютер мне варза, пирем ВКонтакте сайтры ушкана керер. Кенахыщен вара ширзаговар, менледи булин саванышва салам юлдажырзем валли, эштежырзем валли, везен эш куне лайхрах, тада саванышварах, камалурах, ирце кайдыр дезе жавзам за небо, воза барадап коштарзан тюре эфирда, халивара малалай бир паллажат пар гороскопа, мен зунаше же пирем паенги саванышвагуна шаударзем. Сурықсем, паян әже херидуын бабужинный вырынлахмар, енашсем твас хрушлых пор азырханар. Вагырдем, керек кепле пулымады лыпкын ежінма білнеше кон педехте пілдерішлі пуля. Егрешсем, пурны жәшінелексембе пуянладас келеде, малданах лайық шутлар пөдембек тешкерде тұғыр. Раксем, юратны жинныра халі теревгерлі, ана ішпеде сымақпады бұлышмаваскар, анланма пулдарыр. Арысланзем, савны шинныр бағутшыны жүхнейт лашы сымақ каласран сықланыр, куй хері жүбат нелзе жидері. Херзем, шивық шиннырдем умынже баян хывырасы байлырақ тытмадырыжыр, серін бергевезем ябық шутлама бұлдарыш. Таразазем, шылдырзем әштеші ғын үзенжеде, шемдері хұтшын үзенжеде ұры кымылырақ, жыдымлырақ пұлмағу жашы. Скорпионзем, паян вағы тупсачы хақлыда шивық шинзембетел бұлза чуна ұшса калашма бұлдарыр. Ухачызем, эшри бұлдарулыға адаландара себе ытларақ ішемелі, пөлеужайне мінле естермелі бірге шутламалла, көсере шидес вағытра ұқша денге едівне лайықлатма бұлыжы. Тугажакизем, шиден үшін зейлме май параган онышта самансем тубынзақ пыреш, вазимбе пылзе ұзы курмазан кайран, хыдах үгінметиве. Шывдыганзем, малалла мен думалыне ергебе шеріппін палырца хурар, мен бұр эже тишкерер. Пулызем, чуна шивық шынба шамылынақ бір жылге туп мамай келі, паян езер нишан енжен етларақ он батнеле турдынадыр. Ебышан задрадап хак вураганзем, езер иргинейрех варанзаданы, дада ирбузан гаварама пахсаданы, сирен камавара шеклет, анжахта сирен камал пузаран жак пузан, нимінде марвал, хорошо марвал ябава, камала шеклеме быват. Камал часах пузаранны сывага ябах видим гретку, бирки пледер болезер, иммунитет, а чагарат тарле чире хидертме пудара чамбада камала яванах шеклезе думала, шаванба пурнышка волне воеват матар шмалла, менле камала шеклеме бывать. Юзендранба кавабар. Хастар вага юстерме сыплю юзендран булжать. Таслихрен илтон тымар. Вырусагавазан радиола розовая. Тарле чирден хаватва. Вода пурныш хавалне юстерет. Иммунитет даже репледет. Кавабар тогда женьшень. Унан настойки войгалба остан бударулых не теми же худу стерет. Чилая органба тыдымман эшне вай хвадать. С чахсем тепчесе бальнедырах пахча жемеш сеткене уйрамах кошман сеткене войгал гердет и он мазар шлеме видим гюрет юн бузымне ергене кердет. Это шамраква гармони бирги галазан камала пурныш хавалне лай хватма урава леусканузем туни видим гюрет. Чахсем шапа жир падеща куне и гивиже год широм водар худшар куклене ильниде шамраква гармония туза каварма пужать волпирен кому уже не вапла. Тогда Шуран жюреме бывает общество транспорт помар, парастановка ранде парастановка на гавабар Шуран жюрене, жюрене киле урамра ужился жюрене ыра шаржа фержева зен шаржа без сываны ароматерапия ыра туем жюрадат саваныш кирет ытварах кумал вадада ку организм жен пагабун не осчахсем де павардаща кула тогда саваныш вакамала пула хавасва гармония ергеленет вара
чакка наш сене итлезене зырхак ураганзем, манжет паянах сывух фубадар, яванах сырен ваях савнышего кому бывает. Тогда кому важек лет ирбу занговара мапохны, тогда пиры ВКонтакте сайт уж конра савамзем юдашсем валидованзем валичир заховарный, шам бада керзажир заховар, вуаза барада коштарзан дюрей ферда. Хали вара хак ураганзем, манан зире каваза барас скелет, микрорайон Солнечный Берги Шубашкарда Буржанбек Паджик микрорайон, мэлли бурнаще живунда шинзем, тогда мэлли щурцем даваще живунда, таргашин. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами находимся в одной из квартир микрорайона Солнечный, который находится в новоюжном районе столицы. Вы сегодня узнаете много нового об этом микрорайоне, где он находится, что здесь планируется и как оформить вот такую квартиру в кредит. Район Солнечный находится в новоюжном районе города Чебоксар, рядышком с гипермаркетом «Лента». Вера Степанова, руководитель отдела продаж группы компаний «Удача». В шаговой доступности от района находятся остановки общественного транспорта, откуда люди могут спокойно добраться до любой точки города. Это тоже очень удобно. Сам по себе район очень экологичный. Он находится непосредственно прям рядышком с лесом. Совсем недавно у нас стартовали продажи в новом жилом квартале «Солнечный парк». Это жилой квартал, в котором будет находиться 6 жилых домов, огражденные забором. И мы позаботились о том, чтобы зелень находилась не только с внешней стороны дома, также чтобы территория дворов была благоустроена и озеленена. Сейчас очень выгодное время для приобретения жилья в Солнечном парке, потому что сейчас у нас старт продаж, и цена на начале продаж составляет 32 тысячи рублей за квадратный метр. То есть однокомнатную квартиру себе можно приобрести от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру вы сможете приобрести за 1 864 тысячи рублей. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство 4-полосной автодороги, которая соединит Солнечный с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в Солнечном смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Район наш постоянно развивается. На данный момент уже в Солнечном введены в эксплуатацию 9 домов. В этом году мы сдаем еще 4 позиции. Уже более 3000 человек сделали свой выбор в пользу Солнечного района, потому что нам доверяют. Мы среди застройщиков города существуем уже 15 лет. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже 1,5 года. Здесь нравится нам природа, рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построил застройщик. Там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Вообще вот здесь чистый воздух. Жилой квартал «Солнечный парк», он у нас такой один из самых экологичных частей нашего Солнечного, но в то же время к нему будут организованы все подъездные пути, то есть связь с общественной дорогой у него, естественно, будет. Срок сдачи планируется в 2020 году, но поэтому именно сейчас вот очень выгодно приобретать квартиру на старте продаж. На момент сдачи дома человек получает выгоду от 200 тысяч рублей, то есть цена растет, и это тоже очень важно. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и Сбербанк предоставляет такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. Доброе утро еще раз, дорогие телезрители. Сейчас вас познакомлю с руководителем управления по работе с партнерами Сбербанка Татьяной Черновой. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот ипотеку брать действительно страшно или сейчас какие-то условия очень выгодные появились? Но на самом деле сейчас, наверное, самое такое выгодное время для того, чтобы приобрести квартиру.
потому что на сегодня действительно самые низкие ставки на рынке по ипотеке. В квартиру в группе компании «Удача» в микрорайоне Солнечный можно приобрести под ставки от 8,5% годовых, да, что, на мой взгляд, практически рекордно низкие ставки. Да. Второй момент, что сейчас, наверное, в преддверии изменения в закон федеральный, касаемый искровых счетов, цены застройщики еще не подняли, и можно приобрести по очень выгодным ценам квартиру. Я думаю, вот эта доступность на сегодня ипотеки, когда низкие ставки, достаточно интересные есть условия по цене квартиры, да, в группе компании «Удача», они приводят к тому, что сегодня ипотека, во-первых, растет рекордными темпами. В 2018 году в Чувашии было выдано ипотеки на 30% больше. И для примера, если говорить на цифрах, Сбербанк выдал 14 миллиардов рублей. И это как раз говорит о том, что доверие людей к ипотеке, оно растет. И сегодня ипотека действительно воспринимается как инструмент, да, приобрести квартиру здесь и сейчас. Минимальный первоначальный взнос сегодня тоже очень доступный. Это от 15% от суммы сделки. То есть для того, чтобы, например, купить однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный, достаточно иметь 180 тысяч рублей. Да, что, в принципе, на мой взгляд, тоже можно накопить, да, либо когда молодая семья, могут родители помогать и так далее. Есть также инструмент у банка, когда, в принципе, у клиента нет вообще, допустим, наличных денег, да, либо на вкладе, но есть мат-капитал. Вот в этом случае мат-капитал вообще может являться просто первоначальным взносом, даже не нужно ничего копить. То есть это, наоборот, хороший инструмент использования мат-капитала, да, вложить его в такую выгодную квартиру на микрорайоне Солнечный. Все 15 лет мы очень плотно сотрудничаем, и можно также отметить, что с открытием этого нового проекта «Микрорайон Солнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Да? Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Да? Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирают квартиры именно в Солнечном. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. С 23 февраля в микрорайоне Солнечном начали продавать квартиры в новом двухподъездном 16-этажном доме, который находится в 5 минутах от остановки Баумана. По номеру 41 0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21:00 и записаться на экскурсию. Ганзем выход читре эзир пиром ВКонтакте сайты ширзахварна салам за него забама. Надежда жирата пирен говорим урлы волхен можерне юратна шинныне Полиевтов Дмитрий Геннадьевича Ирги Хевелле Юрадула ожа салам каваскилит теза жирзаян Надежда юратса санан мажор Надежда жамек ширзахварна Дмитрий Ирыр зире булдар тада шираще Ирыр зиреде эбир паян епреш районынче Чаваш Шармас ялинче Бурнаган юратнаранда юратна шильнымыра Светлана Николаевна Акшаровна журавны гунячбе чунжеререн саламлатпыр. Варам гунжу ширып сывых телейзунатпыр саламлаганезем можары херебекереве ыволе кине монугезем. И бирде саламлатпыр Светлана Николаевна. Тадам Ирыр будар Дима тада телегуравжезем Ирыр зиреде. Юратна можара аттене азаттене тавана Падри районенде Чаваш Ижеге явенже Бурнаган Кураков Николай Петровича Шитмель жуги юбилейбе ошын саламлат пармавашники пурнышрада оны жузем ширеп сывлых войгау шемьере ду бурнышпа кили жусунатпор. Пирен атте яуда хизе плешин эмердерше водитель дейшлене. Эбиры вализем унын чулебех кайна. Вал пирен жен яванахта слех вырынынже буна хастарлыгу нигжанда ан иксельдер уйхпек шуда кунжу инже чулбек варам эмерзуна
сунат пар, саламба, можаре, ывалезем, кинезем, моногезем, хересны ывалезембе, херезем, кюржаржи, таванезем, савамлат пар, тебергут Кураков Николай Петровича. Тогда савамлаще юдажезем, Егорка Савапова, Егорка Савапован паян чуравныкун, черетле чуравныкун, черемдукар жуду ударат, Егор чуравныкун нячбесана, телейли бу, сывлахва пул, малашнеде, спортразана, пызак на жузем. Тогда ебир чеваш ен нацителевидение шлеген жинзем, мберди удашсем, Алексей Московский саламлат пар чуравныкун яжбе Алексей сана малашнеде, жагымбек нуммайрах, анажу, санан пударулуху малава адавандар, шагымбегех талантлы бу, шагымбегех савынышва шин пу чуравныкун яжбе саламлат пар Алексея. Хаку гураканзем, камын баян чуравныкун, сире пурнеде бир саламлат пар, шель сире ширза ямазанда пирым контакты сатрушкан ранименде и бир сире пуры бір саламлат пар сирым валли, те пар жагымбек хитре юры варца барашыны бир тархашын.
Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях начальник отдела творческих инициатив Чувашского государственного педагогического университета Валерий Суранов. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Валерий, вы имеете дело, вы работаете со студентами. Наверное, вот работа с молодежью, она как-то бодрит, она, наверное, также придает много сил. Как сейчас вообще дела у студентов обстоят? Сейчас весна, настроение, наверное, у всех приподнятое, да? Как и везде, студенты весной активизируются, как и птицы, да? Вот. И они активизируются почему? Потому что учеба-то она идет своей периодичностью, да? А у них появляются сейчас новые заботы. Это подготовка к творческим конкурсам. И сейчас большой фестиваль «Студенческая весна». О студенческой весне поговорим еще поподробнее. Я у вас сейчас попозже немного спрошу. Вообще, студенты конкретно Чувашского государственного педагогического университета, кроме учебы, чем они еще занимаются? Понятное дело, что они же не просто так там целый день сидят на лекции, потом идут в читальный зал, занимаются, готовятся. Нет, это, конечно, так и должно быть, но молодежь, студенты, они же как-то должны еще как-то проявлять себя, должны себя показывать, в чем-то еще параллельно развиваться. Так ли это и чем еще занимаются студенты ЧГПУ? Совершенно так. Во-первых, что такое образованный человек? Самоопределение образованного человека или образование – это, во-первых, процесс воспитания и обучения. И вопрос воспитания, он, на наш взгляд, очень важный. А как его получить, то есть воспитать нового человека с новыми качествами, конечно же, в деятельности. И деятельность, она чаще всего это в рамках внеучебной работы. То есть они отучились, и очень многие задействованы в различных направлениях деятельности: общественной, научной, спортивной, творческой. Все эти направления, они, так скажем, и помогают нам формировать нового человека с новыми качествами. В общем, студент, который учится в Чувашском государственном педагогическом университете, он, кроме учебы, еще может заниматься общественной деятельностью. Это, наверное, связано. Как и везде, я думаю. Как и везде, да. Он может еще заниматься параллельно спортом, то есть, творчеством. Наука, понятное дело. Наука, всякие научные конференции и все такое. Вопрос про ваш отдел. Отдел творческих инициатив. Много ли инициатив предлагают студенты? Такой вопрос. Вообще, конечно, молодежь, это вообще период наш, да, студенчество, это вообще такой период наиболее яркий и эмоциональный, да, в жизни каждого человека. И в этот период, конечно, уже лично сформировалась, и возникает много идей. Именно в этот период хочется летать, порхать, влюбляться, о чем-то думать, что-то замысливать, да, и что-то творить. И я думаю, что именно в этот период самый максимум, когда наиболее наш вообще человек реализует себя в каких-то начинаниях. Потом начинается работа, это уже такие будни. А в молодежной среде творчество, инициативы – это самое, наверное, пиковое время для этого. Еще один вопрос на эту тему. Понятное дело, студенты проявляют творческие инициативы по поводу всяких мероприятий, которые проводятся в вашем университете, та же самая «Студвесна». А какие-то инициативы по поводу именно учебного процесса? Может быть, какое-то интересное проведение лекции необычным способом или что такое? Такие инициативы, они поддерживаются вузами и вообще поступают ли такие инициативы? Допустим, провести лекцию в каком-то таком, оригинальном жанре, не просто в аудитории, а каким-то таким интересным способом. Тут, я думаю, много зависит от преподавателя. Понятно, если он допускает свободную форму, есть часть преподавателей, которые достаточно классические, классического варианта. А есть, конечно, преподаватели, которые допускают различные формы, и это, конечно, нравится студентам. Даже студенты сами говорят: это такой интересный преподаватель, да, потому что почему? Потому что он на времени, он этого времени, он чувствует, что нужно молодежи, и эти новые формы, конечно же, они всегда интересны. И возможно, что когда площадки новые создаются, у нас сейчас в университете
университете создается новый там коворкинг-центр, где могут свободно студенты прийти, там, то есть зона Wi-Fi, как бы в такой более неформальной обстановке и в то же время встретиться и с преподавателями, и с какими-то интересными людьми. То есть я думаю, вообще сегодня, я думаю, такое очень интересное время, потому что у студентов большие возможности. Коворкинг, что это означает? Ну, это, конечно, не моя, так скажем, инициатива, то есть в том плане, что не я курирую это направление, это как некая такая зона, где студенты могут некие встречи проводить, могут либо готовиться, то есть как бы они в процессе, как бы в неком трудовом, рабочем каком-то учебном процессе находятся, но в то же время это в рамках университета, это зона, где они могут обмениваться, общаться и, ну, так скажем, по-современному все это сделано. Туда мы планируем и какие-то интересные встречи делать, проводить. С бизнесменами, с предпринимателями. Может быть, да. известными личностями. Может быть, и с творческими людьми, да, и какими-то там, может быть, литературные вечера. Все что угодно. Ну, в общем, Чувашский государственный педагогический университет, несмотря на то, что это такой классический вуз и один из самых первых вузов нашей республики, идет в ногу со временем, Стараемся. поддерживает современные всяческие инициативы, чтобы студентам было учиться комфортно и чтобы в современном мире эти знания они смогли применить. Я ведь все правильно понимаю? Дело в том, что мы работаем в университете для того, чтобы студентам было удобно, комфортно и, самое главное, качественно было у них образование, у них была комфортная среда. Ну и, собственно, по поводу вашей работы, по поводу творчества, вот вы упомянули фестиваль «Студенческая весна». Что такое этот фестиваль? Понятное дело, что это, я так понимаю, какой-то творческий конкурс. Ну, я знаю, но вот хотелось бы, чтобы наши телезрители более подробно узнали об этом от человека, который имеет непосредственное отношение к этому фестивалю. Чем занимаются студенты во время этого фестиваля? Ну, Дмитрий, конечно же, знает многое об этом, потому что он в Чувашском государственном университете руководил этим направлением. Вот, я в педагогическом университете. Ну, студенческая весна – это такая самая массовая форма творчества студентов. Вот, имеется творчество на сцене, ну, где-то не обязательно на сцене, когда снимается что-то, фотографируется, да, готовится. В нашей стране, вообще, наверное, отношение к нашей стране имеет студенческая весна, а это такой весной бум. Да, такой бум молодежи, когда она к чему-то готовится упорно. Ну, как к чему? Конечно, к самим выступлениям. А они у нас в разных направлениях, в различных направлениях искусства происходят. То есть в музыкальном направлении, театральном, художественном, художественного слова, это все в театральном, в оригинальном направлении, видео, фото. Все, что можно отнести к творчеству такому, к сцене. Всем студенты занимаются. Они учатся, так скажем, друг с другом общаться, да, ну, как-то коммуницировать, да. Вот. И, конечно же, они пытаются и создают какие-то, так скажем, продукт творчества. То есть на сцене создается некое шоу, представление. Вот. И это захватывает практически всю нашу молодежь. В общем, фестиваль «Студенческая весна» – это такой творческий конкурс, где непрофессиональные актеры, певцы, танцоры, люди, которые вообще, в принципе, другого профиля, это будущие преподаватели математики, чувашского языка или русского языка, они занимаются на сцене творчеством, проявляют свою творческую инициативу, непрофессионально занимаясь этим. И, собственно, это конкурс, и в нем есть победители. Так? Ну да, жюри. Там есть жюри, которое определяет победителей. Просто сам процесс оценивания, он обычно расстраивает. Я, конечно же, стараюсь настроить студентов на то, что главная оценка – это зритель, это эмоции зрителя, то, что они получают обратно. Это самое важное. Ну и я сам тоже всегда был приверженцем того, что участие, хоть и нельзя так говорить, то, что главное участие, а не победа, но все-таки фестиваль «Студенческая весна» – это именно так, потому что я уже сказал, то, что люди, которые профессионально этим не занимаются, они делают это и делают иногда даже лучше, чем
профессионалы, поэтому это уже можно считать победой. Вот в том году, в прошлом году, когда мы ездили на российскую студенческую весну, это финал всей программы, куда съезжаются победители всех регионов. Такой случай произошел где-то с Челябинской области, по-моему, физики, они пели. То есть пели на факультете, да, и вот они каждый год участвовали в студенческой весне. Трудно физикам соревноваться с более, так скажем, подготовленными людьми. Вот. Но на последнем, и каждый год они не попадали в делегацию поехать на финал. И в последний год они вот как-то взяли чудом и пробились. То есть физики, ядерщики поехали петь. Это коллектив. Коллектив, конечно же, сложнее, да, чем сольное выступление. И они приехали на студвесну и получили еще и место. И на церемонии награждения, я в прошлом году об этом рассказывал, вышла девушка, и она практически плакала, благодарила и рассказала вот эту трогательную историю о том, что ядерщики приехали, спели и получили еще какое-то место. И что было приятно, вот эта девушка, которая ими руководит, это была наша выпускница, то есть с нашей чувашской земли, так скажем, готовила. Вот это совпадение. Вот так получилось, и она их приготовила, вот она так рассказала эту историю, мы потом после этого встретились с ней, поговорили, вот. Было очень интересно. Спасибо большое. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор о студенческой весне и о студентах Чувашского государственного педагогического университета. Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии начальник отдела творческих инициатив Чувашского государственного педагогического университета Валерий Суранов. Еще раз доброе утро, Валерий. Доброе утро. Мы начали с вами разговор о том, чем занимаются студенты ЧГПУ в свободное от учебы время, конкретно про фестиваль «Студенческая весна», который кстати, когда начнется фестиваль в ЧГПУ? В ЧГПУ он начнется 28 марта. Он достаточно компактно проходит, и он почти каждый день, и гала-концерт у нас 17 апреля. Вот в каком формате проходит этот фестиваль конкретно в вашем вузе? Это какие-то просто смотр, показы номеров, или это какие-то там полноценные постановки, так скажем, спектакли, которые готовят студенты? Вообще у нас, так скажем, в стране нашей есть два направления больших. Это когда студенты готовят целое представление, да, с какой-то идеей, сценарием. Мюзикл или спектакль, да, что-то шоу такое. Какое-то, да. То есть должна быть режиссерская какая-то идея, которую они воплощают на сцене. Целое представление, сюжет, да. И есть такое направление, когда по жанрам искусства, то есть музыкальное, танцевальное, театральное направление, оригинальный жанр, они, так скажем, отдельными номерами, отдельными выходами на сцену, выступлениями, так скажем, тоже участвуют в этом фестивале, в конкурсе. То есть, да, два направления, это прям целые постановки оцениваются, и уже отдельно по жанрам, танцы, вокал и все остальные. Да, жанры. и вот хочу сказать, что у нас в Чувашии очень хорошие традиции, потому что у нас присутствуют оба направления эти. В других, не во всех регионах такое происходит, да, а у нас, в принципе, достаточно такие хорошие традиции, уже давно заложенные, конкурсом художественной самодеятельности когда-то еще, да, в 50-60-х годах, и вот у нас, в принципе, студенческая молодежь достаточно так прогрессивна в этом плане. Все-таки для студентов, которые не знают, что такое драматургия, что такое развитие действия и все остальные термины режиссуры, мне кажется, это, наверное, тяжело. Есть ли руководство вуза, люди, ответственные за этот фестиваль, как-то обучают, дают советы студентам, как нужно делать лучше?
Конечно, я думаю, это в каждом вузе есть. Но проходит школа студенческой весны. В том числе и у нас тоже проходит каждый год школа студенческой весны, где приглашаются режиссеры интересные, то есть специалисты в областях, режиссеры, хореографы, которые делятся опытом, рассказывают, как создать сценарий, как его воплотить. Вот, поэтому студенты не брошены, так скажем, они... они, конечно же, сейчас молодежь, она очень, так скажем, имеет возможность везде посмотреть. Интернет. Да, и поэтому они очень много смотрят, обмениваются, видят, где, что, да как, и вперед. Ну и после проведения фестиваля «Студенческая весна» в университете, я так понимаю, есть еще республиканский этап этого фестиваля, где уже соревнуются студенты из всех вузов нашей республики. Как проходит этот этап республиканский? Ярко, массово, масштабно. Это, конечно, сначала студенческая весна в вузах и в СУЗах. Кстати, да, у нас только не только высшее учебное заведение. Не только высшее учебное заведение, да, но и среднеспециальные, да. Потом их победители этих самих учебных заведений участвуют в республиканской студенческой весне, на которой создается отдельное жюри, отдельные дни проходят конкурсов, и формируются победители республиканской, и вот эти победители уже дальше направляются на всероссийский финал. В республиканском этапе уже не оцениваются постановки полноценные, там уже отдельно по жанрам. Танцы, вокал и все остальные жанры. Хорошо, всероссийский этап. Это праздник студенчества. Я сам несколько раз был на Всероссийской студенческой весне. Это очень масштабное событие. Про историю участия делегации Чувашской республики в Всероссийской студенческой весне, потому что я знаю, Валерий, вы, можно сказать, ветеран студенческой весны, уже много-много-много лет ездите на Всероссийскую студенческую весну, возите туда не только студентов ЧГПУ, но и нашу чувашскую делегацию со всей республики, всех студентов почти всех высших учебных заведений. Когда в первый раз делегация Чувашской республики участвовала во Всероссийской студенческой весне? В каком году? Первый раз это был 99-й год. Трудно сказать, что это прям делегация. Первые годы выезжали отдельные вузы, кто мог себе это позволить, потому что это выезд, это финансы. В 99 году и в 2000 выезжали студенты кооперативного института. В 2001 добавились мы, педагогический университет. Дальше потихонечку все складывались. Сейчас мы представляем достаточно большую делегацию. Мы относимся к таким большим делегациям в этом фестивале. То есть другие регионы и участники из других регионов, республик, областей знают то, что начнется Всероссийская студенческая весна, приедет большая делегация из Чувашской республики, и они будут, составят достойную конкуренцию нам. Да. Это ведь так? Да, совершенно. Где в этом году будет проходить Всероссийская студенческая весна? В этом году в Перми. В 2005 году она проходила, и в этом году регион снова выиграл конкурс на проведение фестиваля. В Перми в этом году. Валерий, возможно, этот вопрос не к вам, но все-таки были ли когда-то мысли провести Всероссийскую студенческую весну в Чебоксарах, в Чувашской республике? Появлялись ли такие мысли и обсуждалось ли это, допустим, с руководством республики? Были вопросы, были, так скажем, какие-то... В прошлом году у нас была встреча с Михаилом Васильевичем, Игнатием, главой нашей республики. Он, в принципе, положительно на это откликнулся. Тут дело в том, что большие вливания, большие финансовые вливания от региона идут, и тут надо все взвешивать. И тут комплексный подход, потому что еще инфраструктура должна быть, нужно всех разместить. Сколько участников во Всероссийской студенческой весне обычно? Сейчас больше 2000 студентов приезжают, это победители, и разместить не каждый город имеет возможность 2000
человек одновременно разместить в городе, это достаточно сложно, дальше даже для больших городов. Ну и, собственно, будем надеяться, что когда-нибудь фестиваль «Студенческая весна» приедет в город Чебоксары, и все участники этого фестиваля будут знать о Чебоксарах не только о том, что вот там талантливые студенты, певцы и танцоры, но еще то, что это красивый город, и то, что здесь все жители такие же талантливые, как и студенты. Да, будем надеяться. Дело в том, что мы, когда ездим куда-то, мы всегда сравниваем, а могло бы у нас пройти, да, фестиваль, как бы он прошел. Но на наш взгляд было бы очень это удобно и интересно. Почему? У нас центр красивый города, и практически все дворцы культуры находятся в центре, пешей доступности, шаговой доступности, да. Это очень удобно для фестиваля, когда участники могут перемещаться. Вот. Ну, единственное, конечно, места проживания у нас такого количества нет. Я думаю, это большая сложность. Ну, будем надеяться на лучшее. Да, будем надеяться на лучшее. Будем оптимистично настроены, потому что студенческая весна – это праздник оптимизма. Вернемся в Чувашский государственный педагогический университет. Фестиваль «Студенческая весна» в ЧГПУ. Вы сказали, что начнется он 28 марта. 28 марта. Проходить будет в Чувашском драматическом государственном академическом театре имени Константина Иванова. Почему я спрашиваю? Потому что, будущие студенты, абитуриенты, люди, которые сейчас, возможно, нас смотрят и учатся в школе, как раз у них сейчас горячая пора, подготовка к выступительным экзаменам, сдача этих экзаменов и, собственно, выбор будущей профессии, выбор учебного заведения, в котором они проведут несколько лет, получая высшее образование. И вот это, мне кажется, один из критериев выбора вуза – общественная, творческая, спортивная деятельность, которой может заниматься абитуриент, поступив в высшее учебное заведение. Это ведь так? Я расскажу даже историю. То есть мы можем много о теории говорить, да? Это совершенно так. Все-таки студент хочет выбрать хороший вуз. Это слагается из многих критериев, да? У нас был такой случай. У нас был председатель научного общества Евгений. И как-то мы с ним разговорились, и он рассказал, что однажды, когда он был там в таком центре большом торговом, увидел выступление команды КВН нашей. Тогда я еще участвовал в КВН. Да, и мы выступали, и он увидел, и он принял решение: да, я хочу учиться вот там, где учатся вот эти ребята. То есть это действительно влияет, то есть они, я думаю, что ребята вдохновляются, вот классные студенты, и вот у них есть возможность заниматься вот этим, тогда я пойду учиться туда. Ну да, все-таки при поступлении в вуз это все-таки в первую очередь нужно учитывать как бы научную базу университета, потому что основная специальность, да. Да, ну а уже во вторую очередь это, да, возможность творчески развиваться, реализоваться, не только творчески, возможно, кто-то занимается спортом, возможно, кто-то общественной деятельностью занимается, и возможность реализовать себя в вузе – это один из главных критериев поступления в вуз. Были ли еще такие случаи, когда студенты говорили вам, что вот, Валерий, я вот видел выступление коллектива ЧГПУ, допустим, на каком-нибудь концерте, или вообще абитуриент приходил на студенческую весну, и вот он сделал выбор благодаря этому? Я думаю, были. Вот я один случай сейчас вспомнил. Вы, Дмитрий, да? У вас какая специальность? Я учился на историко-географическом факультете. А вы работаете сейчас? Видите, то есть студенческая весна, видите, дала как новое направление, новую профессию. И есть определенное направление, определенная часть людей, да, студентов, которые благодаря вот этим вот дополнительным, так скажем, участием, занятиям вот в творчестве, приобретают еще дополнительные какие-то навыки, да, им это нравится, и дальше идут по жизни с новой профессией бывает. Также и я. Я закончил технолого-экономический факультет, то есть я работал в школе 1 год учителем технологии. Вот. Но вот пришел в университет, так как вот все-таки вот это творчество и организация творчества была мне очень близка. Я работая в школе, приходил в университет, занимался тут весной.
это была для меня такая отдушина, я понимал, что вот я здесь. И вот так сложились обстоятельства, что я вот сейчас с 2000 года работаю в университете, и вот, как бы вот это комфортная среда для меня. Ну, в общем, студенческая весна, если это не путевка в жизнь, то как минимум это такая школа жизни, которую ты проходишь, и вот какие-то получаешь дополнительные навыки, которые тебе обязательно пригодятся. Да, дополнительные навыки обязательно. А так как у нас еще педагогический университет, конечно же, педагог хороший, он должен быть еще, то есть он должен не только обладать знаниями, да, он еще должен их подать знания и организовать учеников. То есть он еще должен быть и актером, и организатором. А как он эти навыки получит, если он будет только сидеть за партой? Конечно же, он это в деятельности должен получить. Когда он что-то преодолевает, когда ему нужно с кем-то что-то договариваться, что-то они мастерят руками, там, чтобы школьников научить, да? Когда им нужно там с ними провести какое-то внеучебное мероприятие. Это все обогащает и качество, так скажем, педагога, и, то есть будущего профессионала, то есть он становится в разных аспектах уже таким интересным педагогом. Ну, если подвести итоги, то мы будущим абитуриентам, точнее, уже, можно сказать, нынешним абитуриентам, советуем обязательно прийти, допустим, на День открытых дверей, которые проходят в высших учебных заведениях. Да. Когда, кстати, в ЧГУПУ будет День открытых дверей? Основная часть открытых дверей, она на факультет проходит, она сейчас идет, но основная часть все-таки в первом полугодии. Почему? Потому что сейчас к этому времени уже абитуриенты определились, какой вуз, на какую специальность они поступят. Сейчас у них уже такая начинается стадия подготовки к ЕГЭ. И больше они уже... В основном выбор уже сделан. Понятно. Да. В общем, уважаемые друзья, ходите на Дни открытых дверей. Да. Обязательно сходите на студвесну того или иного вуза, на студвесну ЧГПУ, которая начнется 28 марта. И уже смотрите на то, как ведут себя студенты, нынешние студенты, как они выступают на сцене. Обязательно пообщайтесь с ними, как им учатся, как им нравятся преподаватели, учебная программа. И уже исходя из этого делайте выбор. Это так? Я все правильно сказал? Да, совершенно верно. Ну а руководство вуза, преподаватели, они делают все для того, чтобы студент реализовался. Я еще раз подчеркиваю, руководство вуза, мы, все сотрудники, преподаватели в университете работаем для того, чтобы наш студент получал те знания. То есть мы ради студента работаем. Чтобы человек из вуза, закончив вуз, вышел не просто с голой теорией, а уже с представлением того, что нужно делать, как нужно себя вести. Был уже специалистом в своем направлении, в своей области. Спасибо большое, Валерий, за очень интересный рассказ про жизнь студентов и студенческую весну. Обязательно придем к вам на студенческую весну. Приходите, приглашаем всех. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Передача «Ирбулзан» подходит к завершению. Занимайтесь творчеством, любите творчество, будьте счастливы. До новых встреч.